Телеканал «Якутия-24», программа «Утро Якутии». Мы приветствуем всех тех, кто в этот ранний час встречает наступивший день вместе с нами, потому что понимает, что благодаря нашему просмотру нашей программы можно, конечно же, зарядиться отличным настроением, которое будет сопровождать вас в течение всего дня и поможет вам достигать тех целей, которые вы на сегодняшний день поставите. Ну или просто, чтобы ваш день прошел замечательно, потому что как день начнется, так он, как правило, и проходит. Ну а чтобы поддерживать эту замечательную атмосферу хорошего настроения, не забывайте про наш телеграм-канал, в котором в течение дня тоже много что происходит, и это помогает вам, собственно, запал хорошего настроения поддерживать в течение всего дня. Вот с такими вводными сегодняшний эфир начинаем. В течение почти что часа мы с вами узнаем много всего интересного, на интересные темы пообщаемся, в том числе и с гостями, как это правило у нас бывает в нашей программе, поэтому, еще раз повторяюсь, оставайтесь с нами все это время, и будет вам хорошо. Ну а по традиции узнаем, что же происходит за окном. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 7 до плюс 18, в заречной группе от плюс 7 до плюс 18, в южных от плюс 10 до плюс 16. В Вилюйской группе от 8 до 17 градусов тепла, в Нижнеленских от 8 до 13 со знаком плюс, в западных от плюс 7 до плюс 17. В Колымо-Индигирской группе Усов от плюс 2 до плюс 14, в Янских от плюс 6 до плюс 13, на северо-западе от 0 до плюс 5. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики переменная облачность, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, температура воздуха днем будет колебаться между отметками плюс 8, плюс 17 градусов. Что одевайтесь потеплее, все, что хочется сказать после услышанного. Ну а прямо сейчас узнаем о последних новостях, о которых нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Во Владивостоке отметили знаменательную дату 80-летия со дня провозглашения независимости Социалистической Республики Вьетнам. Торжественный прием собрал консулов иностранных государств и лидеров национальных диаспор Приморья. Примечательно, что в консульский округ входит и Республика Саха. От Якутии были переданы приветственный адрес и поздравительное письмо. Особое внимание привлекло выступление нового генерального консула. Он подчеркнул готовность к активному сотрудничеству с Якутией. Сегодня замечательное мероприятие, посвященное 80-летию независимости Социалистической Республики Вьетнам. Его провел первый раз вновь назначенный, получивший недавно экзекутуру генеральный консул Вьетнама товарищ Киен. И он в личном общении показал себя таким активным, деятельным человеком. И мы уверены, мы надеемся, что с его помощью мы будем развивать вьетнамско-якутские отношения, и у нас будут реализовываться проекты, которые будут способствовать развитию нашей республики, нашего сотрудничества и в целом давать толчок для развития российско-вьетнамских отношений. В селе Сардаху Селданского района на протяжении 27 лет работает учителем химии и биологии, дважды обладательница премии президента страны Лариса Черкашина. Впервые она получила премию за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. И вот спустя 6 лет снова стала победителем, уже во второй раз. Общий педагогический стаж ее составляет 37 лет. За это время ученики сельской школы добились невероятных результатов на международных конференциях и олимпиадах. Мои самые большие достижения – это участие моих учеников в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Это Садовников Сережа, мой ученик. Он участвовал в Москве. И Ширяева Кристина, она из Якутии, была приглашена в Республику Башкортостан. В Амгее филиал Центра занятости населения провел впервые ярмарку вакансий для женщин района. Данное мероприятие прошло в формате осенней ярмарки продажи с участием граждан, получивших финансовую поддержку от Центра занятости. Каждый из них представил на ярмарке выставки, продукцию собственного производства, огорода, товары ручной работы, сувениры, украшения, кондитерские изделия и многое другое.
В Амгинском районе в центре занятости на сегодня на учете состоят 82 безработных граждан, из них 50 составляют женщины. Для них центр намерен создать женский клуб при центре занятости, как добровольное неформальное объединение, созданное с целью развития трудового потенциала женщин. Мы хотим открыть клуб, женский клуб Сардана. Но мы хотим обхватить не только вот наши вот безработных женщин, но и все женское, как бы женскую нашу половину, которая нуждается в помощи. У нас на учете состоят 50% женщин и 50% мужчин. Но сегодня в нашей ярмарке приняли участие женщины, которые воспользовались услугами Центра занятости и открыли свое собственное дело. Спорт без границ. В матче добра сошлись Unified команды по мини-футболу. Это команда, объединяющая здоровых атлетов и спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В товарищеском матче сыграли ученики адаптивного образовательного комплекса, а также школы Якутска и Амгинского района. Дружескими встречами детей готовят к предстоящему ответственному старту. С 15 сентября в Каспийске начнется спартакиада специальной Олимпиады России по Unified мини-футболу. Спасибо нашим коллегам, а мы продолжаем. Утренняя температура воздуха близка к нулевой отметке, где-то уже в минус уходит, но это не повод прятаться под одеялом. Наоборот, самое время взбодрить тело и настроиться на продуктивный день. А знаете, что всего 5-7 минут утренней зарядки – это не просто разминка, это настоящий запуск всей системы организма. А всего 3 минуты легких упражнений ускоряют лимфоток, помогая телу быстрее просыпаться и выводить токсины. А еще утренняя активность будет метаболизм, и даже ваш завтрак усвоится энергичнее. Так что давайте вместе прогоним осеннюю сонливость, запустим внутреннее отопление и встретим этот четверг во всеоружии. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу упражнение с миофасциальным роликом. В первом упражнении мы проработаем шейно-воротниковую зону, так как у людей в основном сидячий образ жизни и чаще всего здесь происходит застой. Для этого мы принимаем исходное положение лежа на спине. Наш ролик располагаем под шейным отделом. Делаем вдох и на выдохе потихонечку мы выполняем поворот влево, вдох, вправо. Чувствуем, как наш ролик массажирует шейный отдел. Потихонечку, без резких движений. Упражнение очень эффективное, улучшает приток крови к головному мозгу. Выполняем таких 15 поворотов. Можно выполнить 3 подхода. Следующее упражнение мы проработаем зону грудного отдела. Для этого наш ролик выводим под грудной отдел. Ножки сгибаем в коленных суставах и делаем на них упор. Поднимаем слегка таз и начинаем прокатывать зону грудного отдела от шеи до середины позвонка. Восемь повторений будет достаточно. Еще 4, 3, 2. Далее мы переходим на нижнюю часть корпуса. Начинаем прокатывать от ягодичной области до колена. Руками мы делаем хороший упор, делаем вдох и на выдохе начинаем перекатываться с помощью рук. Стараемся вес всего тела направить на рабочую ножку. Можно немножко добавить такие вращающие движения, то боком, то прям задней поверхностью прокрутить нашу ножку. Наш ролик располагаем перед собой. Ложимся передней поверхностью бедра на ролик. Ручки в локтевых суставах согнуты. Делаем вдох и перемещаемся вперед с помощью рук. На выдохе назад. Вдох вперед, выдох назад. Важно здесь держать также мышцы пресса. Животик втянут. Ни в коем случае мы не прогибаем поясничный отдел. Прокатываем так 8 счетов. 8 раз.
И далее отдыхаем. 4, 3, 2, 1. На этом наш комплекс МФР роликом подошел к концу. Мы, благодаря нашему ролику, улучшили кровообращение, а также расслабили наши мышцы. Всем хорошего дня! Вообще, сегодня один из лучших дней, чтобы задуматься о своем здоровье и сделать осознанный выбор в пользу ясности ума и светлой головы. Потратить всего пару минут, чтобы оценить, какую роль в вашей жизни играют привычки, и, возможно, найти даже повод для позитивных изменений. И дело тут не в строгих запретах, а в гармонии. Все потому, что сегодня Всероссийский день трезвости. Это праздник, который напоминает: настоящее богатство – это здоровье, семья и трезвый взгляд на жизнь. История праздника началась еще в дореволюционной России, и сегодня он актуален как никогда. Ну а далее узнаем и о других датах и памятных событиях, отмеченных в календаре сегодня. На календаре 11 сентября. Сегодня Всероссийский день трезвости, а также День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России. По народному календарю Иван Постный. Этот день считался переломным рубежом в крестьянских заботах. Полевые работы заканчивались, зато начиналась заготовка разносолов на зиму. Открывались также осенние торги и ярмарки. Этот день в истории. Основан форт Росс, поселение русских в Северной Америке. На Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. В Москве открылась панорама Франца Рубо «Бородинская битва». В результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. А в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт. В этот день родились Джеймс Томпсон, шотландский поэт, автор гимна «Правь Британия», Анна Достоевская, русская мемуаристка, стенографистка, помощница и вторая жена Достоевского, Феликс Дзержинский, советский государственный политический деятель, революционер, основатель ВЧК, Александр Довженко, советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, народный артист РСФСР, Герман Титов, советский летчик-космонавт, генерал-полковник авиации, герой Советского Союза. А также родился Иосиф Кобзон, советский российский эстрадный певец, общественный деятель, народный артист Советского Союза. Именины сегодня отмечает Иван. Как уже мы отметили, сегодня, 11 сентября, в России отмечается Всероссийский день трезвости. Это особая дата, напоминающая нам о важности здорового образа жизни и борьбы с алкогольной зависимостью. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, как поддержать человека, который принял решение изменить свою жизнь к лучшему и отказаться от алкоголя. А поможет нам разобраться в этом вопросе Татьяна Махмуд, и клинический психолог Якутского республиканского наркодиспансера. Доброе утро. Доброе утро. Вот, как уже заявили, да, вот как помочь человеку, который решил, что, да, вот он понял, как мы знаем, что принятие и понимание проблемы — это уже 50% успеха, вот Это он правда. понял, что, да, мне нужна помощь, и он решил свою жизнь в лучшую сторону изменить. Здорово, что вы начали именно с этого вопроса, что человек понял, да, то есть он уже понимает, что есть проблема, что есть именно не какое-то бытовое пьянство, а уже зависимость. И что бы ему сделать? Ему в первую очередь нужно проанализировать себя. А почему я пью? Какие причины вынуждают меня каждый раз возвращаться к употреблению алкоголя? И вот первый этот анализ очень поможет ему в дальнейшем сохранить свою трезвость. Выбрать специалиста. Как стартанешь, так дальше, грубо говоря. Конечно, поедешь. да. Такую маршрутизацию своей внутренней проблемы. Могу перечислить их? В принципе, я думаю, у каждого они свои, и, как мы поняли, да, главное вот немножко погрузиться в себя, но, опять же, не забыть про поддержку близких, наверное, это тоже очень важная вещь. Очень важно. Ага. А вот вы упомянули, что обратиться к специалисту. Почему важно, опять же, обращаться именно к специалистам? Потому что, мы многие истории знаем там и про табак, и про алкоголь, да, люди сами там пытаются, у кого-то получается, но, тем не менее, есть специально обученные люди, скажем так, которые могут помочь. Почему важно именно к ним обращаться? Потому что человек, если он один в своей проблеме, он может попробовать, попытаться.
возвращается к употреблению, разочаровывается и уходит в злоупотребление дальше. То есть у него такой, это неудача, он использует как Стимулирует повод дальнейшее. дальнейшего употребления. А если он обращается к специалисту, ну, в данном случае к наркологу, да, и либо к медицинскому психологу, тоже как вариант, он приходит со своей проблемой, и ему там уже его подхватывают и маршрутизируют. А теперь мы с тобой вот так попробуем, а теперь вот так попробуем. То есть, как вы правильно сказали, индивидуально, под его запросы, под его проблему конкретно, на какой стадии болезни он обратился к нам. Чем раньше, тем лучше. Это очень важно. То есть, опять же, наверное, дают понять, вот если мы привели пример про неудачи, да, что не получилось еще дальше, что не получилось, это не значит, что не получилось, просто был выбран не тот путь, ему дают понять, Совершенно что мы просто верно. попробуем по-другому. Совершенно верно. А опять же, да, какие методы существуют? Понятно, что как бы вы, вот, допустим, вы больше по психологической части. Естественно, если медикаментозное какое-то лечение, наверное, Конечно. это уже какая-то крайняя степень. А в целом первый рубеж, наверное, психологическая помощь. Ну, нарколога мы все равно ни в коем случае не обходим. То есть нарколог, он не только медикаментозно, да, он и может витаминный комплекс назначить. Ну, то есть медицинскую часть он свою знает, и он обязательно поддержит. А психологическая часть, она важна, не менее важна, чем наркологическая. И пациент, когда приходит к психологу, он с психологом определяет, какой же путь он выберет, да, когнитивно-поведенческий, там, гештальт-терапию. Сейчас мы у нас в наркологии пользуемся актотерапией, это тоже очень новый метод, популярный, рабочий. Ну, то есть мы подбираем также для индивидуальной работы, либо групповой. В нашей реабилитации проходит 12-шаговая программа, да, для того, чтобы помочь пациентам, которые прошли тяжелый путь, и ничего им не помогло, но есть еще шанс приобрести трезвость. А вот возвращаясь к началу, упомянул я, да, про семью, то что, понятно, бывают люди там, по тем или иным причинам, нет никого близких рядом, а есть люди, у которых есть семья и так далее. Мы все привыкли, что все-таки семья — это опора и поддержка. И вот как семье себя вести, может быть, да, какие-то вот корректировки, опять же, там, в быту происходит и так далее, если мы говорим про помощь вот, человеку, который хочет отказаться от алкогольной зависимости. Но семья — это база. Чаще сам человек, он свою проблему долго не замечает, ну или не хочет ее замечать. Ему кажется, что это не проблема, что все пьют, что он пьет не так много и в любой момент может остановиться. Вот человек очень долго в этих иллюзиях живет. А семья — это те, кто его знают, кто видит, что он регулярно приходит запахом, выпивший, что каждая мелкая ссора — это повод для того, чтобы он ушел в запой на несколько дней. И семья, как никто, должен подсветить эту проблему. Неважно. И надо трубить, просто кричать во все колокола. У нас же как принято, это стыдно, стесняется, замолчала. Жена не рассказывает родителям, там, близким, да, до последнего, пока это уже, уже все видят просто, да. Поэтому для семьи очень важно не замалчивать, а просить о помощи не только у специалистов, но и у других членов семьи. Говорить об этом, говорить непосредственно человеку об этом, подсвечивать. А вот говоря про подсвечивание, вот если мы весь наш разговор начали с таким образом человека, который сам понял свою проблему, тут, наверное, перейдем к тому, что человек не понимает проблемы, и вот как семье правильно истолковать, правильно сказать и намекнуть человеку, что да, с этим пора что делать, потому что, может в штыки воспринять, да, человек и так далее, и наоборот еще усугубить. Скорее всего, вначале именно так и будет. То есть отрицание будет, сопротивление, все психологические защиты, все возможные будут использованы. Можно, если это, например, представим, что у этого человека есть супруга, и супруга может мягко напоминать про то, как они раньше жили и как они живут сейчас, чтобы человеку подсвечивать именно контраст изменений, да, что раньше вот они там ездили, путешествовали, гуляли, к примеру, а сейчас любой праздник, любой повод всегда с алкоголем, что он стал похмеляться с утра, но она же может это подсветить, а вот она слышала или видела, что это вот уже большой звоночек к тому, что вот ты все-таки злоупотребляешь. Давай сходим на консультацию анонимную. За спрос не бьют? Конечно, да, просто, да. Если я не права, то все хорошо, а если вдруг я права, то мы тебе вовремя
Окажем помощь. То есть подключать все свои дипломатические навыки Конечно. в этом моменте, немножко хитрости и так далее. Но все, опять же, ради помощи Конечно, близкому человеку конечно. преследуется исключительно благородная цель. Татьяна, спасибо вам за эту беседу. Думаю, полезна она будет как и для расширения общего кругозора нашим зрителям, ну а возможно, кто-то найдет для себя подсказки, что делать, если вот в вашей жизни вот случилась такая ситуация, кто-то из близких злоупотребляет, вы хотите ему просто альтруистично помочь, я думаю, советы будут эти полезны. Вам еще раз хорошего дня, спасибо и успехов в вашей работе. Спасибо большое, всего доброго. Вот, ну а далее чуть подробнее узнаем о пагубной этой привычке, о которой только что говорили, и о том, как ее одолеть на реальных примерах. Об этом расскажет Катерина Винокурова. Истории жизни этих трех мужчин как сценарий из фильмов. Но перед нами не вымышленные герои, а реальные люди, которые когда-то оступились, но смогли, пусть и спустя многое время, встать на правильный путь. Владимир, еще будучи школьником, начал употреблять наркотики. Выставил свой дом и вынес все золото матери. Оказался на улице. Я, оказавшись на улице, употреблял то одних сопотов, то у других, но понимал, что рано или поздно я останусь один. И все. Ну и был такой стыд, который меня съедал изнутри, чувство вины. И я знал, что есть группы, что есть реабилитационный центр, и вот этот мамин такой. Мамины действия подтолкнули меня выздоравливать, взять за себя. Да. Николай свою жизнь чуть не сгубил наркотиками и алкоголем. Убегал от ответственности, от проблем, потерял семью, отказались родственники. В итоге также оказался на улице. Несколько раз прошел через лечебницы, много раз срывался. Сопротивления происходили и тогда, когда Николай пришел в сообщество анонимных алкоголиков. Когда у меня не оставалось выхода вообще. Мне поставили условия, и все. Жить-то хотелось все равно. Или вообще, в этой программе есть все такое, что может идентифицировать меня. Ну, да, я пришел сюда от безысходности. А так бы нет, наверное. Как признается Андрей, он с детства имел повадки игрока. Около 15 лет непрерывно зависел от азартных игр. Всегда открытый, добрый, имеющий много друзей, молодой человек вдруг перестал узнавать самого себя. Отвернулись друзья, близкие. Самостоятельно проходил реабилитацию, ходил в церковь, обращался даже к шаманам. Но ничего не помогало. Вообще, если про зависимости говорить, у нас, в принципе, все причины и последствия все одинаково. Зависимость, она психологическая. То есть алкоголик, наркоман, игрок, там неважно, это только последствия одни и те же все равно. Вот. Так я оказался в 12-шаговой программе. Тогда у нас в Якутске такого не было игроков. Я там последние деньги попросил у брата, чтобы помочь себе, и поехал в Москву. Именно в программу, чтобы войти. Во всех этих историях, как и в фильмах, хочется счастливого исхода. А для этого есть большие предпосылки. Сегодня Владимир женился, вернул доверие матери, делает ей подарки. Трезвый уже почти 3 года. Более 5 лет не употребляет и Николай. Он вернул семью и уже не имеет страха и переживаний за свое будущее. Андрей не играет 2,5 года и уверенно строит планы на жизнь. А как человеку понять, что он зависим? Ведь бытует мнение, что употребление спиртного только по выходным – это тоже алкоголизм. Так называемые пятничные пристрастия были и у нашего коллеги, ведущего кулинарного проекта Петра Ципандина. Вот уже год Петр не употребляет алкоголь вообще. Последние, наверное, лет 5 я начал задуматься о том, что, вообще, зачем я пью, вообще о природе, что это такое, зачем вообще это надо. И не пора ли мне, учитывая его возраст, я, скажем так, мне в следующем году уже 50 лет будет, отказаться вообще от алкоголя. Изменилось очень многое. В первую очередь, самочувствие. Сон, все нормально, нормализовался, и очень много свободного времени появилось, которое нужно заполнять чем-то. Да. Много спорта стало, теннис начал. Я и раньше играл, да, но как-то не удавалось. Выходные... Все время вроде я там где-то родился, сейчас я начал в соревнованиях. Да, на это времени как-то нету. А тут в свободное время я начал в соревнованиях участвовать.
как говорится, начало есть. Конечно, помимо плюсов, признается Петр, минусы после отказа также имеются. Один из них – смена круга общения. Но сложно только первое время. А появившееся свободное можно посвятить тому, на что до этого всегда было некогда. У меня слишком много друзей и знакомых. Их поубавилось. Да, сразу скажу прямо, да. Мне перестали просто звонить, когда накануне выходные. Ну что, братан, пойдем в баню туда-сюда. Но в первые 3 месяца было очень, да, действительно тяжело. Каждый раз говорить нет, но зато другой круг общения появился. Да, другой круг общения, а это опять же плюс, да. Совершенно другие люди в моей жизни начали появляться. Как говорится, какой ты, собственно, твое окружение так и постепенно трансформируется, меняется. Не случайно с арабского языка алкоголь переводится как эликсир счастья. Он позволяет расслабиться, снять стресс, уменьшить тревожность. Но попытка заглушить проблемы алкоголем говорит о психологическом неблагополучии. Надеемся, что на примере истории этих людей кто-то задумается и среди наших телезрителей. Катерина Винокурова, Нюргун Старостин, Якутск. Только что мы говорили о важности ясного ума и трезвого взгляда на жизнь, и как прекрасно, что этот взгляд можно обратить на удивительную красоту нашей природы. Прямо сейчас в Чукотском море разворачивается невероятная история. Наша якутская экспедиция на судне Эйва продолжает свой путь. И вот уникальная встреча. Путешественники Владимир Дружинин и Артемий Склерук, которые недавно были у нас в гостях в студии, стали свидетелями редкого зрелища. Величественные киты показались из воды буквально в нескольких метрах от их судна. Такие моменты выпадают далеко не каждому. Сейчас экспедиция находится у полуострова Ачим, в 70 километрах от села Биллингс. По плану они отправляются в поселок Рыркапий, чтобы переждать надвигающийся шторм. Ученые уже изучают кадры, чтобы определить вид этих морских гигантов. Возможно, это серые или горбатые киты, которые в это время года часто приплывают в эти воды. Это уже не первая такая встреча, и каждая из них не просто яркие впечатления, но и ценный вклад в изучение морской фауны Севера. Мы обязательно продолжим следить за путешествием наших земляков и расскажем о новых открытиях, поэтому оставайтесь с нами, впереди еще будет много интересного. Вот это вот действительно, да, впечатляющая и, вероятно, вдохновляющая встреча, ведь вдохновение можно черпать даже в самых неожиданных порой местах. В том числе и в свободной грации вот таких морских гигантов, которые словно напоминают нам настоящая красота в естественности и гармонии с природой. И если говорить о гармонии и свободе самовыражения, самое время перейти к нашей рубрике «Мода и стиль», ведь осенью особое внимание нужно уделять тому, чтобы остаться стильным, но при этом теплым и уверенным в себе. Сегодня наш эксперт-стилист подготовил нечто особенное – практичный гид по стилю бохо. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня мы снова с вами стоим за стиль, за моду здесь на канале Якутия-24. Мы с вами каждую неделю разбираем разные темы. И сейчас все-таки решили немножечко заняться такой просветительской деятельностью и рассказать про разные стили. И сегодня мы с вами поговорим про стиль бохо или бохо-шик. Я думаю, что вы о нем слышали. И почти каждому якутянину так или иначе данный стиль очень близок. А почему, сейчас расскажу подробно. Когда мы с вами говорим про национальные мотивы, то не стоит исключать, что чаще всего этнические элементы – это всегда про бохо-стилистику. Этнические элементы, в том числе и нашего с вами национального стиля. Здесь я вот такой топ предложила вариант сочетаний мягкого шелка в сочетании с перьями. И это, кстати, один из элементов и фишек именно бохо-стилистики – сочетание разных максимально полярных фактур. В данном случае это мягкий шелк и перья. Бохо-стиль – это всегда яркие элементы, яркие цвета и натуральные ткани. Обратите внимание на эту вот такую вот разлетающуюся комфортную желтую юбку, которая идеально бы сочеталась с данным топом. Также мы сразу добавили сюда массивные украшения. Бохо-стиль – это вдохновение 60-х и 70-х годов. Бохо-стиль пришел к нам от хиппи и богемы. И, соответственно, мы видим как результат очень нарядные и очень комфортные вещи одновременно. Здесь у нас такой жилет. Обратите внимание на эти яркие, очень такие запоминающиеся пуговицы. Плотный материал, в то же время, который здорово будет смотреться, например, в современном стиле. Я бы рекомендовала сочетать такой жилет, например, с джинсами и сапогами казаки.
Как лучше всего подбирать вещи в стиле бохо? Я думаю, что идеальный вариант – это вдохновляться природой. Если вы обратите внимание на природу, то все цвета и оттенки идеально подходят для этого стиля. Также не забывайте про комфорт и натуральные ткани. Одним из источников вдохновения в бохо-стилистике – это, как я уже ранее говорила, этнические мотивы. Мы можем с вами брать нашу с вами национальную культуру и интерпретировать ее в бохо-стиле, интегрировать в образы. Обратите внимание на такую футболку. Казалось бы, простая базовая футболка, но элементы принта и такие активные декоративные детали делают данную футболку особенно интересной и идеально подходящей для бохо-стиля. Когда мы говорим про бохо, конечно, в первую очередь вспоминаются рюши. И, безусловно, это один из главных ведущих элементов бохо-стилистики. Но также не стоит забывать, что в бохо особенно ценится handmade, то есть все, что делается своими руками. Посмотрите, как здорово выглядит сумка в национальной стилистике. Ручки из натуральной кожи, и именно такая идеально подойдет для бохо-стиля. Также одним из элементов бохо можно взять в основу винтаж или все, что похоже на винтаж. Например, здесь у нас классические национальные серьги с такими вот элементами в виде сардан. Они могут идеально подходить в винтажную эстетику, но также хорошо, конечно же, они смотрятся и в национальной. Поэтому, если вы пробуете и экспериментируете образы в стиле бохо, вы можете начать просто с аксессуаров, которые будете добавлять к своим базовым простым образам. Только что мы говорили о том, как важно создавать гармонию в образе, но есть профессии, где важна не внешняя, а внутренняя гармония, точность, собранность и безупречная организация процесса. Именно о такой работе пойдет речь в нашей рубрике «Моя профессия». Сегодня мы познакомимся с человеком, от которого зависит, чтобы каждое судебное заседание прошло четко, по правилам и без сбоев. Это секретарь судебного заседания. Что входит в его обязанности, кроме ведения протокола? Как оставаться спокойным и сконцентрированным в напряженной атмосфере суда? И почему эта работа – важнейший винтик в системе правосудия? Давайте узнаем. Задумывались ли вы когда-нибудь, как работает судебный процесс? Судья никогда не работает в одиночку. Как и в любой другой сфере, здесь важна командная работа. Сегодня мы поговорим о профессии, о которой, возможно, вы не задумывались, но она играет ключевую роль в судебной системе. Это секретарь судебного заседания. Меня зовут Анна, я секретарь судебного заседания. Окончила Российский государственный университет правосудия в 2022 году и сразу устроилась работать в арбитражный суд Республики Саха-Якутия. Я выбрала эту профессию, потому что с 8 класса загорелась эта идея и решила осуществить. Не пожалела. Со стороны может показаться, что офисная работа достаточно скучная, но на самом деле это не так. У нас очень дружный коллектив. День проходит очень быстро, весело, бывают интересные моменты, в целом позитивное настроение. Скучать в суде не приходится, признается Анна. Работы, правда, много, но процесс очень увлекательный. Хоть секретарь суда, как правило, и остается в тени, но на самом деле его роль крайне значима. В целом от работы аппарата суда зависит очень многое, начиная от оперативности, заканчивая высоким качеством исполнения задач, которые стоят в целом перед судом. Секретарь судебного заседания обязан подготовить дело к слушанию, обеспечить необходимые меры для вызова в суд лиц, участвующих в деле, например, путем направления повесток, передачи телефонограммы и прочее. Непосредственно в день слушания дела секретарь судебного заседания проверяет явку вызванных участников процесса, а также ведет протокол судебного заседания. При этом надо отметить, что его содержание должно быть максимально полным и достоверным. Так что здесь очень важна внимательность и ответственность. Нужно обладать такими качествами, как грамотность, умение работать с законодательством, стрессоустойчивость, коммуникабельность, а также справляться с большим объемом информации. Профессия секретаря открывает множество возможностей для роста, ведь с опытом работы можно перейти на более высокие должности или даже стать судьей. А если вы вдруг задумались об этой профессии, то студентам юридических факультетов всегда можно пройти практику и проверить себя в деле. В период прохождения практики они уже могут определиться с будущей профессией. По всем вопросам, связанным с трудоустройством, можно обращаться к нам в отдел кадров и государственной службы. Все необходимые контакты указаны на официальном сайте суда. Вот такая вот, казалось бы, нелегкая, но очень интересная работа. Если вы ищете интересную и значимую профессию, которая требует ответственности и внимательности, возможно, вам стоит задуматься о карьере именно в судебной системе.
А после серьезных тем предлагаем вспомнить вот еще о чем. Выходные-то они уже ближе, чем были, допустим, в понедельник. И пора бы даже призадуматься о том, чему себя посвятить в эти выходные дни. И в четверг традиционно на большие экраны выходят кинопремьеры. И вот далее в нашей киноафише традиционно узнаем, какое кино можно с сегодняшнего дня смотреть на больших экранах. В Пенсильванию явился дьявол. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. В нашей семье 8 человек. Финальную часть хоррор-саги «Заклятие 4. Последний обряд». Картина завершает знаменитую историю пары паранормальных исследователей Лоррейн и Эда Уорренов. Франшиза черпает вдохновение в архивах знаменитых паранормальных исследователей. В новой картине дуэт расследует тревожные события в доме семьи Смурлов. Реальные хозяева дома утверждали, что с 1974 по 1989 годы их жилище находилось во власти враждебной сущности. Уоррены вступили в противоборство с могущественным демоном, уже знакомым им по предыдущим делам. Ключевым моментом стало обнаружение зеркала, заключавшего в себе темную энергию. Исследователям удалось нейтрализовать угрозу и освободить семью Смурлов от кошмара. И мы сбежали. Выходит, все эти годы он преследовал нас. Особый интерес у зрителей вызовет сцена после финальных титров. Она содержит отсылку к реальным прототипам киногероев, добавляя фильму связь с действительностью. Смерть – это привилегия, которую Бог дарует вам, но не мне. Также смотрите экранизацию фильма «Дракула» от Люка Бессона. Был одним из его преданных слуг, но он забрал мою принцессу, любовь моей жизни. Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти своей возлюбленной. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое, а узнав, что его возлюбленная может возродиться, отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины. Критики похвалили актерскую игру, визуал и общую эпичность постановки, назвав картину атмосферной мелодрамой. Фильм стал третьим по сборам во Франции за 2025 год. Не могу отделаться от ощущения, что я не из этого времени. Намечается дельце прямо в поезде. Зверопоезд мчится в российский прокат. Главный герой — харизматичный пройдоха-енот по имени Сокол, который оказывается втянут в необычное приключение. Ему приходится объединиться с самыми разными животными и спасти поезд от крушения. Хвостатые герои научатся доверять друг другу и работать вместе для того, чтобы преодолеть все препятствия на их пути. Мультфильм обещает быть ярким, динамичным и наполненным юмором. А герои, их дружба и приключения наверняка придутся по душе как детям, так и взрослым. Приступим. Мы просим всех пассажиров покинуть поезд. Сахарок! Зверопоезд. Копилка якутского кино пополняется еще одним интересным проектом. Картиной Василия Слепцова, драмеди о потерянном поколении «Подари мне цветы». В основе картины пьеса Семена Ермолаева. По сценарию трое неразлучных друзей узнают, что их друг детства Вадим недавно тайком от них сыграл свадьбу. Они искренне недоумевают, почему он так поступил. Предаваясь воспоминаниям и размышляя о своих непростых судьбах, друзья вскоре оказываются перед неминуемым выбором. Они должны решить оставить все как прежде или хоть что-то поменять в жизни. Но смогут ли они, заложники прошлого, победить свои страхи и сомнения и стать теми, кем мечтали раньше? Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
Что ж, надеюсь, наш киноафиш поможет вам запланировать свою активность на выходные дни. Ну а мы пока еще находимся в четверге. И давайте быть в сегодняшнем дне, в сегодняшнем моменте. И в том числе узнаем о том, что произошло в последние часы в мире и в республике, за ее пределами. Об этом нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Отопительный сезон стартовал в 32 районах Якутии. План подготовки котельных к старту сезона выполнен на 90%. Завоз топливно-энергетических ресурсов в арктическую навигацию выполнен на 71%. Решение ООО о начале и завершении отопительного сезона, напомню, принимает муниципальное образование в соответствии с установленными нормативами и погодными условиями. При отсутствии отопления в доме первым делом жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или товарищество собственников жилья. В этом году по нововведениям Минэнерго Российской Федерации есть определенные критерии к получению актов и паспортов готовности. То есть это не только просто выполнение сводного плана мероприятий по подготовке к прохождению отопительного периода, в том числе и документальная проверка в части разработки и актуализации схем теплоснабжения, фактическое выполнение мероприятий всех связанных с промывкой систем водоснабжения, водоотведения в бюджетных учреждениях, а также МКД. С 1 декабря в силу вступает закон, устанавливающий новые правила для операторов беспроцентной рассрочки. Максимальный срок предоставления теперь будет ограничен до 6 месяцев, а с 2027 года до 4. Штрафы за задолженность не превысят 20% годовых от суммы долга. Отныне операторы не смогут взимать комиссии или требовать переплаты за предоставление услуги. Изменения связаны с ростом рынка и активным внедрением рассрочек крупными компаниями, а также с целью государства обезопасить своих граждан от возможных угроз. Отсутствие законодательных рамок ранее вынуждало людей пользоваться услугами беспроцентного кредита у непроверенных посредников, чья деятельность не подлежала никакому надзору. Остались считанные дни до старта военного тактического турнира «Путь воина» в Доме правительства. Накануне состоялось совещание по урегулированию вопросов организации. Команды из Якутии, Волгоградской области, Хабаровского края и Тюменской области активно готовятся вступить в схватку. Основной площадкой проведения турнира станет Чучур-Маран. Финалисты будут проходить испытания с GPS-трекером, максимально приближенные к боевым условиям, в том числе по пилотированию дронов. Соревнования начнутся уже 15 сентября и завершатся 21. Мы, безусловно, уже готовы в полном объеме, поэтому я думаю, что это будет не просто зрелищно, это будет интересно в том числе как с точки зрения патриотического воспитания, так и с точки зрения, знаете, такого определения, кто же ты, гражданин России, да? Насколько ты к этому готов. У ребят, которым 15, 18, 17 лет. Триумф наших воинств на первенстве России. Сразу 3 представительницы Якутии взошли на пьедестал почета. Золотых медалистов Лилиану Рожину, Александру Копылову, а также бронзового призера Евгению Огородникову чествовали на родине. На пресс-конференции спортсменок поблагодарили за успешные выступления и пожелали не меньших побед на взрослом уровне. Лилиана Рожина также была признана лучшим борцом первенства. Эмоции – это сильная вещь. Я так рада и горда собой. Но неописуемые чувства. Процесс подготовки шел отлично. Мы были на сборах, отличное питание, тренировки хорошие, спарринги. Вот все это к результату и привело. На будущее хочу попасть на мир, на первенство мира. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В этом году Россия отмечает 85-летие системы среднего профессионального образования. Система централизованного рекрутирования и обучения была создана в условиях стремительного развития экономики и острого дефицита кадров, прошла проверку в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. В этой связи юбилей СПО символично совпадает с 80-летием Победы. В Якутии в рамках празднования пройдут фестивали, выставки, конкурсы. И вот подробнее вообще о программе празднования, о среднем профессиональном образовании в
какой-то степени в целом, расскажет директор Института развития профессионального образования Якутии Лилия Иванова. Лилия Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, в любом случае, с праздником. Спасибо. С юбилейной датой. И вот, как уже заявлено было, какие мероприятия, что ожидает в рамках вот юбилейной даты? Ну, в 4-й раз в этом году официально мы будем праздновать День среднего профессионального образования в нашей стране после подписанного указа президентом страны в 2022 году. Нужно сказать, что в этом году, юбилейный год, мы запланировали много мероприятий для наших студентов, для которых, собственно, существует данная система, и которых мы должны подготовить и обеспечить кадровый резерв страны. Для них мы подготовили... И будет выезд студентов в город Ставрополь на финал Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» буквально с 15 сентября. Будет конкурсы «Мисс и мистер» профессионального образования, красота, спорт, грация. Его сегодня никто не отменял, всем молодым ребятам это очень интересно. Также у нас запланированы СПО-фест, молодежный фестиваль, ровно в день юбилея 2 октября, и последующие дни у нас запланирована спартакиада студенческих спортивных клубов, посвященная как раз этой юбилейной дате. Конечно же, еще одна целевая наша аудитория – это школьники, будущие наши абитуриенты. Для них мы тоже подготовили мероприятие. Это внеурочные занятия по «России. Мои горизонты». Также разговоры о важном. Также для них мы готовим мастер-классы от чемпионов и призеров чемпионатного движения «Профессионалы», «Обилимпикс», чемпионата высоких технологий, где наши студенты придут в школы и будут показывать ребятам, какие сегодня современные компетенции, по которым они могут ориентироваться в мире профессии. Ну и, конечно, мы участвуем в различных федеральных акциях, в том числе всероссийская акция «Мы вместе». Это мероприятие, которое будет проходить с участием студентов и ветеранов системы среднего профессионального образования. Ну и, конечно, запланировали ряд мероприятий с нашими основными предприятиями, работодателями, партнерами, в том числе новый формат «Деловые завтраки» с работодателями наших студентов, амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет». Ну вот примерно такой... Интересно, да. Вот, особенно завтраки деловые. Вот. Но мы сейчас вот перечислили, грубо говоря, категории лиц, которые, ну, так или иначе в системе среднего профессионального образования. Есть люди, которые к ней как-то так или иначе хотят прикоснуться. Вот насколько мы знаем, планируется проведение мероприятий как раз-таки вот для такой категории людей. Это День открытых дверей и мастер-классы от финалистов конкурса «Мастер года». Вот подробнее об этих двух мероприятиях расскажите. Как раз вот «Мастер года» в этом году проводится в 5-й юбилейный раз, всероссийский финал 2 октября в городе Курске. Тоже готовится участие нашего конкурсанта, мастера производственного обучения Якутского индустриально-педагогического колледжа имени Владимира Михайловича Членова Николая Винокурова. Поедет тоже делегация, среди них наши федеральные эксперты, отобранные от нашего региона. Ну и, конечно же, финалисты и победители региональных этапов конкурса разных лет дадут мастер-классы и для школьников, и для своих коллег-преподавателей, и для ветеранов, покажут, какие новые технологии, мастерские появились сегодня в наших колледжах и техникумах. Ну и, конечно же, традиционное наше мероприятие, так как колледжи сегодня являются и товаропроизводителями, и организациями, которые предоставляют услуги населению. Мы традиционно каждый год проводим мероприятие «Колледж Сейл» «Сделано в СПО», где большому кругу населения, всех горожан и гостей мы приглашаем на это мероприятие приобрести и сувенирную продукцию, и украшения, и картины, одежду, различные услуги на прохождение профессионального обучения, повышение квалификации, в том числе там водительские курсы и так далее. Вот все это в широком спектре будет представлено на данном мероприятии. Ну и, конечно, я забыла напомнить еще одну целевую категорию, для которой мы тоже ориентируемся. Это помимо наших основных сотрудников
педагогов, преподавателей мы также запланировали для молодых педагогов и преподавателей колледжей и техникумов, которые только входят в эту профессиональную стезю, тоже профессиональный слет молодых педагогов, ассоциации молодых педагогов среднего профессионального образования Республики Саха-Якутия. Тоже будут очень интересные мероприятия. Мы так готовим кадры, педагогические кадры для нашей системы. Ну вот мы упомянули про, опять же, приглашение всех желающих, а мы что-то как-то так и не сказали, где, когда это можно будет посетить. Ну, по месту мы еще определяемся. Традиционно мы проводили его в Кружало, в торговом центре Кружало. В этом году тоже постараемся организовать его там. И хочу вот сказать, что следите за нашими новостями, подписывайтесь на телеграм-канал нашего института, например, да, мы и, конечно, на сайте Министерства образования вся информация будет. К сожалению, в эфирное время нам не позволяет много говорить. Конечно, хотелось бы затронуть еще моменты именно празднования юбилейной даты. Ну, я думаю, у нас будет еще такая возможность в дальнейших. Всегда ждем студию. Тем не менее, не задать этот вопрос не могу. Какие стратегические задачи сейчас стоят перед системой профессионального образования? Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена большая задача достижения технологического суверенитета и технологического лидерства страны в мире. И система среднего профессионального образования тоже отвечает на этот вызов. До 2030 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» должно быть подготовлено не менее 2 миллионов молодых людей, кадровый резерв, кадры для всех отраслей страны, которые-то и должны вот все эти поставленные задачи решать. Поэтому перед системой среднего профессионального образования стоит вопрос переоснащения, перевооружения, стать привлекательным, да, для многочисленных наших будущих абитуриентов, школьников, с тем, чтобы эти задачи выполнить. Ну, я надеюсь, раз мы говорим об этом в юбилейную дату, в юбилейный год, все обязательно получится, цели будут достигнуты. Мы желаем, чтобы так и получилось, а вам, Лилия Михайловна, желаю, конечно, отличного дня, еще раз с праздником и успехов в вашей работе. Ну, а вам, дорогие зрители, желаем, чтобы сегодняшний день прошел на ура, с улыбкой на лице, а уже завтра мы вновь встретимся в этой студии и будем плавненько, потихоньку готовиться к выходным. До встречи.